ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье стадион третьей школы, второй день фестиваля ГТО в самом разгаре. За выходные спортсмены со всей республики посоревновались в 10 видах. Часть из них общая, допустим, прыжки в длину, но есть и раздельные. Например, мужчины подтягиваются, а женщинам этот этап заменен на упражнения на пресс. В полдень воскресенья стартует бег на длинные дистанции. Мужчины бегут 3 километра, это 15 кругов по стадиону. Среднее время 13 минут, но, естественно, его хочется улучшить. Так, Павел Ковалев в первом забеге финишировал первым. Его время 10,58. У атлета нет знака отличника ГТО, его получение станет важной вехой. Очередная гордость. Родители будут гордиться, как раньше в СССР выполняли эти нормативы. Сейчас восстановили это, более обширно проходит по всей России. Да, достижение прям для сердца и души будет. Как правило, большие фестивали ГТО для участников со всей Коми проводятся в столице региона. Для разнообразия решили доверить организацию Ухте. 72 спортсмена, 13 муниципалитетов, часть из которых представлена сборными командами районов. 2 соревновательных дня, возможность выполнить норматив и получить знак отличника ГТО, если его еще нет. Одним словом, фестиваль – важная тема для города. Я надеюсь и уверена, что у нас все пришло на высоком уровне. Те нюансы, которые были замечены, скажем, во время проведения фестиваля, мы учтем, потому что уже есть надежда, что нам дадут уже следующий фестиваль. Если это произойдет, то новый фестиваль, на этот раз зимний, состоится уже в Ухте в ноябре этого года. Но сейчас это дело будущего, а пока подводят итоги. Результативность оценивается в личном первенстве абсолют по всем видам ГТО и командном зачете по группам отдельно для городов и районов. После подсчета набранных баллов среди команд победила Ухта. У районов сильнейшим оказался Усть-Вымский. Личное первенство у мужчин в разных ступенях выиграли ухтинец и сыктывкарец. Среди женщин первые представительницы столицы республики и Усть-Вымского района.